У эфіры Белсату размова з вами Віталь Цыганкоў. У сваіх спробах спыніць альбо сцішыць беларускі пратэст улада вырашыла прапанаваць новы праект канстытуцыі. Але ці здольныя гэтыя людзі сапраўды прапанаваць дэмакратычны і прымальны праект? Пра гэта мы сёння пагаворым з нашым госцем. Гэта Александр Пласкавіцкі, былы кіраўнік галоўнага дзяржаўна-правовага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта. Александр, давайте сапраўды адразу з гэтага і пачнем. Тое, што дзяржава спрабуе зараз прапанаваць нібыта праект канстытуцыі і нібыта яго абмяркоўваць са сваімі людзьмі. Па-вашаму, гэта прафанацыя, ці яны сапраўды гатовы ісці на нейкія істотныя рэальныя змены? Нет, на реальные изменения никто не готов идти. Более того, поскольку ситуация усугубилась, и для подавления вот этого народного гнева нужно, наоборот, как они считают, применять и больше обмана, и больше насилия, то, скорее всего, им бы подошли не те перемены, которые они декларируют, а реальное усиление власти и реальное увеличение возможностей по подавлению такого возмущения. Но я думаю, здесь срабатывает еще один психологический фактор, который важен не для тех, кто собирается усидеть у власти любыми способами, а у тех, кто хотел бы не меньше, чем народ, избавиться от такой системы правления, но не знает, что делать. Таких и в государственном аппарате, и в обществе нашем на сегодняшний день очень много. А в государственном аппарате это вообще абсолютное большинство. Но им очень важно сейчас как-то отвлечься, потому что когда человек не может решить какую-то серьезную проблему, не знает, как решить, он пытается отвлечься на какие-то пустяки. Я вот, готовясь к сегодняшнему разговору, вспомнил один интересный случай. Он, с моей точки зрения, показателен как раз не в отношении Лукашенко и тех, кто ему помогает бить людей, а в отношении того аппарата, который сейчас собирает предложения, обсуждает там что-то. Вспоминается мне Византия 1453 года. От страны былой, могучей, самой сильной в мире империи к этому времени осталась территория практически такая же, как нынешняя Беларусь. Казна пуста, в городе тяжелая болезнь, за стенами куча непогребенных трупов. На стенах куча повешенных бунтовщиков. И чем в это время занимается огромный государственный аппарат, оставшийся еще от более крупной империи? Они обсуждают изменение придворного регламента, изменение табели о рангах и в качестве духовного довеска является сотворенным или несотворенным свет преображения. А в это время с востока уже приближается огромная, оснащенная самым современным оружием армия Мехмеда II, которая скоро возьмет Константинополь и превратит его в Истанбул. То, что сейчас происходит в госаппарате с подготовкой этих поправок, абсолютно похоже на действия византийских чиновников. И самое главное, отвлекая себя от решения реальных проблем, они только усугубляют ситуацию. Ведь нужно понять, что на самом деле люди возмутились не тем, что Конституция у нас плохая, а тем, что даже та Конституция, которая есть ее в последнее время, не то, что даже игнорируют, ее нарушают с особым цинизмом, с особым. Люди хотели, чтобы с их мнением считались. Люди хотели, чтобы с ним относились справедливее. А вместо этого им говорят, давайте перепишем Конституцию. А где хоть какая-то гарантия, что это новое, какая бы она ни была по тексту Конституция, не будет так же Вот нагло это, нарушаться? напэўна, самае галоўнае пытанне, бо беларусы ўжо маюць вопыт з 96-го года, калі канстытуцыі перапісваліся, але ўлада пад свае палітычныя жаданні іх проста не выконвае, нават тое, што сама там піша, і не выконвае законы. І таму зараз галоўнае пытанне, напэўна, проста ў недаверы да гэтай улады, і што б яна не прадпрымала, большасць насельніцтва ўжо разумее, што гэта будзе не в інтарэсах народу. Да. То есть доверие утрачено настолько, что единственным способом снять вот это напряжение, которое сейчас существует, это дать возможность вот этим людям, не понимающим сложившейся ситуации, пытающимся подменить реальную проблему надуманной проблемой, чтобы они отошли в сторону и больше не мешали и не нервировали общество. Ведь по большому счету, по крайней мере, Александр Лукашенко за 26 лет доказал, что он является беспрерывным возбудителем всевозможных скандалов, как внутренних, так и внешних.
И если он будет продолжать оставаться дальше, то вот это вот принятие Конституции, ее обсуждение, принятие, последствия этого принятия просто продлят скандал, во-первых, а во-вторых, вызовут новый скандал, еще более жесткий, чем теперешний. Вы ўжо пачатку размовы ўзгадалі там часткай фразы, што цяперашні дзяржаўны апарат, тую ўладу, ну скажем, Александр Лукашенко терпеть не может. И ранее вы это говорили уже в своих некоторых ранейших интервью. И постае пытанне, чаму яны гэта ніяк не праяўляюць? Чаму мы бачым толькі, ну, умоўна кажучы, аднаго латушку, які перайшоў, як это зараз прынята казаць, на бок народу, а астатнія застаюцца, яны што думаюць, што калі не я, то прыйдзе нехта іншы, ці можа сапраўды у іх няма варыянту? Вот як бы вы ацэнілі гэтую маральную дылему для чыноўнікаў, якія все разумеюць і не ўспрымаюць дыктатарскія метады? Што ім рабіць? Можно было бы, конечно, сейчас поговорить про то, что качество государственного аппарата все это время снижалось. И там осуществлялся так называемый отрицательный отбор. Всех, кто способен к самостоятельным, решительным действиям, легко распознавались и отсекались. Что туда все больше и больше приходило военных отставников, которые приходили просто на эту работу точно так же, как они совсем недавно шли в сторожа, чтобы просто досидеть еще немного и получить хорошую прибавку к зарплате. Но я думаю, это не самое главное. На сегодняшний день я по-прежнему повторяю и настаиваю на том, что практически весь государственный аппарат, за исключением, может, нескольких десятков совершенно измазанных в крови людей, ненавидит своего руководителя и очень хотел бы от него избавиться. Но, во-первых, он не избавится от него, придя на поклон к улице, потому что государственный аппарат очень-очень боится улицы. В принципе-то, конечно, опыт должен был убедить еще в 91-м, 94-м году, что смена власти не приводит к смене государственного аппарата. Особенно у нас в республике, где, в общем-то, есть много хороших чиновников, и даже нехороших, просто их как опытных оставляют. Но, тем не менее, улицы боится. Но еще больше государственный аппарат боится вот этой небольшой группировки, способной бить кого угодно просто так. И государственный аппарат перед этой группировкой беззащитнее толпы, беззащитнее. Потому что если в толпе можно затеряться, спрятаться, невозможно схватить и арестовать сразу все там 200-300 тысяч людей, вышедших на улицу, то чиновники все на виду. Все прослушиваются, все просматриваются, и достаточно ему сделать хоть какое-то телодвижение, то его как минимум выгонят, а как максимум исколотят. И у нас, видно, на слуху опубликованный в интернете случай, когда своих собственных коллег, полковников, генералов бьют нещадно и при этом даже получают какое-то удовольствие. Я, вчерашний сержант, сегодня побил генерала милицейского. Ох, как я оттянулся. То бок де-факта вось гэта, як вы выразілись, групіроўка, назовем яе сілавікі, по-вашаму, сёння і кіруе дзяржавай. Хто в гэтых вагах? Альбо Александр Лукашенко, ну, з яго нейкім палітычным вопытам і з яго нейкай, ну, все-таки ролью, альбо сілавікі. Хто сёння важнейшы, хто кім кіруе? Говорить про силовиков как группировку я считаю неправильно, потому что среди вот этих десятков тысяч людей, которые вполне заслуживают звания силовиков, из них меньше 1/1000 может быть тех, кто на самом деле склонен к вот этим вот зверствам и насилиям, склонен к обманам вот этим беспрерывным, совершенно циничным. Их очень мало. Но другое дело, они на самом деле тесно сплоченная группа, и они на самом деле знают, что какая бы власть ни пришла, им придется отвечать за очень серьезные преступления. И не те, которые совершены даже сейчас, а которые совершались раньше. Вот на этих людей Лукашенко может, безусловно, опереться, и он на них опирается. И именно этих людей боится государственный аппарат. Когда бывший председатель КГБ Мацкевич Владимир Александрович сказал как-то, что я ничего не могу сделать, там банда, я его тогда, как сейчас понимаю, недостаточно понимал. Сейчас, глядя на происходящее, я понял, что это мне как-то удалось существовать в государственном аппарате вне сферы влияния того, кого Мацкевич назвал бандой. А теперь, когда я вижу, как среди силовиков, ну, в лучшем случае, 1 из 1000 на самом деле способен на сознательные зверства, еще, может, 1 из 100 просто садист,
по своему воспитанию, то все остальные не хотели бы этого делать. И я думаю, что они на самом деле реально мучаются, как и мучается любой человек, который приходит домой и думает: сегодня я побил бабку, сегодня я там хватал и тащил за ноги молодую красивую девушку, сегодня я молотил дубинкой человека совершенно беззащитного, будучи сам и с дубинкой, и с газом, и с оружием. Нет, я думаю, на психике это сказывается очень существенно. И я согласен с Ольгой Карач. Они пожалеют не потому, что их станут наказывать. Они пожалеют потому, что они никуда не уйдут от своей совести. Этих людей абсолютное большинство. И они на самом деле с большим бы удовольствием изменили вот это, чем скорее, тем лучше. Ну вот у меня есть один знакомый, и он кераўнік, скажем, был следчего комитета вот такого взроўня, и он в конце 90-х сышоў сам добраахвотна, отпустили, и он сказал там своим сябрам, коллегам фразу, что «хочу еще пожить». Вот некоторые гэта зразумелі ўжо тады, ну калі пачаліся справы зніклых, а астатнія сядзяць там і дажылі да жніўня, і зараз нават 2 месяцы уже пасля жніўня яны не сыходзяць. Яны што себе думаюць? Яны вот то, што вы казалі, што іх настане альбо суд сумлення, яны гэтага не разумеюць многія? Они очень хорошо это понимают, но они хотели бы, как и все чиновники в абсолютном большинстве, хотели бы уйти под защиту какой-то силы, которая их на самом деле, по крайней мере, в первые дни защитит от этой банды. А потом они уже и сами эту банду достаточно сильно накажут или, по крайней мере, заставят ее убежать отсюда в полном составе. Пока нет силы, способной их прикрыть, они не сдвинутся с места, потому что они как молекулы обособлены, и каждый из них сам по себе, и каждый знает, что в любой момент ночью придут, и у него не будет ни сил, ни средств, ни возможности защититься. И даже более того, если журналиста белорусского независимого защитит ее белорусское братья журналистское, то этого чиновника даже братья-чиновники не рискнут защищать. И я думаю, что на сегодняшний день они с нетерпением ждут, что братья-россияне дадут отмашку и скажут: все, теперь мы вас защитим. Вот тогда вы увидите, сколько на самом деле было противников у Лукашенко все вот эти дни, и как они старательно игнорировали его жесткие приказы, как они боролись где-то там в подполье, сколько огромный фиф в кармане держал каждый из них. И тогда и Цепкало, и Латушка померкнут на этом фоне. Мне даже немножко обидно, что настоящие реальные герои вот этой борьбы за честность и справедливость, они исчезнут на фоне вот этих криков людей, которые трусили до последнего и согласились хоть что-то сделать, только когда им дали гарантии личной защиты абсолютные. Слухайте, ну я не супраць, каб гэты момант настаў. Хай яны будуць І я крывадушна. не проти. Хутчэй бы ён проста настаў. І вот галоўнае пытанне, калі і пры якіх умовах ён можа настаць, бо вы правільна абмалявалі гэтую сітуацыю, калі кіруе, як вы выразіліся, бандай, а астатнія з-за свайго страха, альбо за абыякавасці, альбо за незгуртаванасці нічога не могуць зрабіць. Тады які вы бачыце варыянт, пры якім гэта ўлада заканамерна дойдзе да свайго фініша? Закономерно это когда закончатся деньги, потому что те источники финансирования, которые раньше у Лукашенко были, они исчерпаны. Россия не просто не хочет ему больше давать реальных денег, но и хотела бы гораздо больше забрать у белорусского народа средств, потому что им и на свой народ уже не хватает, и на яхты им тоже не хватает. Поэтому, наоборот, источники будут мелеть, и деньги закончатся. Это первый вариант, естественный. Но он, к сожалению, будет слишком продолжительным. А здесь каждый день пребывания Лукашенко у власти ведет к тому, что ситуация после его ухода будет еще хуже. Если он завтра уйдет, будет намного хуже, чем если он сегодня уйдет, и так далее. Каждый день усугубляет ситуацию. Есть другой вариант, менее приятный для нас, потому что он не даст нам все-таки окончательно сформироваться как самостоятельной, суверенной нации. Это россияне убедятся, что ничего он им не собирается давать. Он их в очередной раз собирается водить за нос. Он уже открыто им кричит, что он никому не пойдет на поклон. Он ни у кого не будет мальчиком на побегушках. Он никому не сдаст своего суверенитета. И он им ничего пока не отдал из того, что обещал. Когда они в этом убедятся, они, конечно же, скажут, что ж такое, с сегодняшнего 7 ноября
реальным главой государства является Головченко. А кто такой Лукашенко? Все, срок закончился. Дзякуй Александрам. Гостем сённяшняй размовы быў Александр Пласкавіцкі, юрыст, які яшчэ 90-е гады працаваў в адміністрацыі прэзідэнта. З вами быў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.